Процедура очень простая. Это с этого момента становится территорией Советского Союза и правопреемником, которой являются органы власти Российской Федерации. После этого идет процесс восстановления советских органов власти, и международному сообществу информируется о том, что это территория Советского Союза. С этого момента все взаимодействия мирового сообщества с республиками бывшими, ну, с той же Украиной, становятся под контроль Российской Федерации. Вот и все. Хорошо, как вы собираетесь международное сообщество убедить? Международное сообщество дальше вступает в действие правила международного сообщества о праве на защиту своей территории. То есть договариваться надо не с Украиной или с Прибалтикой, договариваться надо с НАТО и Америкой. Понятно? Понятно. Значит, вы с ними будете договариваться еще, наверное, пару тысяч лет. Вопрос другой. Не знаю, Хрущев с ними договорился за 2 недели. Хорошо. Вопрос такой, значит, все-таки через вы меня услышали? Хрущев с ними договорился за 2 недели Карибским кризисом. Так, хорошо, вы, получается, все-таки говорите про армию. Хорошо, значит... Естественно, армия обеспечивает периметр, безопасность страны. Значит, как вы собираетесь военным путем, значит, заново возвращать всех в лоно Советского Союза по решению Верховного суда Российской Федерации? Вот мне интересно, вы будете воевать со всеми республиками? Зачем? Так. Никто ничего воевать не будет. Как только вы приняли... найдете какой-то карибский кризис, который вынудит, значит, Америку согласиться с тем, что все бывшие советские республики становятся частью некого СССР-2. Ну, СССР-2 или союзного государства, мы формат предлагаем. Хорошо, конечно, да. Ну, пример, ну, очень сколько угодно. Вот Гонконг, например, никакого военного действия. Кстати, если бы в Гонконге был референдум, мы-то за референдумы, то очевидно, что 90% жителей Гонконга не проголосовали бы против восстановления в китайскую территорию. Но это же все знают. Но так работает международное право. По закону. Можно вернуться в Казахстан? Это уже дело, я вам скажу так, это дело уже Министерства иностранных дел. Понял. То есть Министерство иностранных дел, вот по нашим расчетам, за пару лет оно эту проблему решит. Вот я знаю, как ее решить. Понятно. Значит, вопрос разговаривать надо не с сепаратистами, а с теми, кто эти территории незаконно захватил, с тем же НАТО. Хорошо, понятно. Значит, все-таки будет и клониться к Третьей мировой войне. Да ладно, что вы думаете, Вашингтон будет воевать за Литву и согласен получить ядерной болванкой по Вашингтону, что ли? Да и плевали не на это. А если Москва получит? У каждой страны есть право на защиту своих границ. Вот и все. Понятно. Как только мы восстанавливаем границы, мы получаем право на их защиту. Никакой Вашингтон против этого не пойдет. Хорошо, вопрос такой. Значит, я так правильно понимаю, что вы недавно снова заявили, что вы предвидите, что будет вторжение военных сил Российской Федерации на Казахстан. Вы об этом говорили? Нет. У меня было один раз, я сказал о том, что если понадобится и казахский народ пригласит российские вооруженные силы, конечно, мы туда придем. Это очевидно. Так, казахский народ пригласит вас в виде формы чего? В решении Верховного суда? Верховного Совета? Парламента? Казахский народ пригласит, но это система двухсторонних отношений на базе решения народа. Ну, любой народ определяет. Я вообще за референдум казахского народа, чтобы он определился. Что будет война Казахстана?